500 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в России за последние сутки. Всего в 73 регионах страны инфицировано 2337 человек. 121 выздоровел, 17 умерли. Оперативные данные приводит сайт stopcoronavirus.rf. О ситуации в республике рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Зара Гитагазова. Статистика по профилактике и диагностике, в общем-то, сдерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории нашей республики, она каждый день меняется, находится в динамическом состоянии, потому что каждый день к нам приходят списки, от МВД приходят списки, от коллег наших управлений по регионам Российской Федерации, в которых находятся аэропорты международные или пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. Оттуда приходят списки, если через государственную границу нашей страны пересекли граждане нашей республики, которые направляются в республику вот в это время домой. Поэтому нам приходится отрабатывать эти списки. В общем-то, идет большая работа, очень много постановлений выписывается, потом они вручаются, рассылаются. К сожалению, большой процент граждан мы не можем обнаружить по этим адресам, и списки снова формируются каждый вечер. По итогам дня нам передаются списки в МВД для того, чтобы они установили фактическое местонахождение граждан. По итогам дня за сутки нами вручено 13 постановлений. Снято с учета, как по истечении 14 дней, как здоровые, снято 12 человек. Вот такая статистика. Всего за весь период у нас на наблюдении находится больше 500 человек. На сегодняшний день на изоляции остаются 217 человек. Сутки назад был положительный тест, это подозрительный на коронавирусную инфекцию, 1 человек. Состояние его нормальное, удовлетворительное, он госпитализирован. Тест направлен на подтверждение диагностики в референс-центр. Это первичное скрининговое исследование мы проводим на уровне нашей республики, на уровне субъекта проводится. И окончательный диагноз ставится только после того, как подтверждение приходит с референс-центра. Поэтому диагноза нет, заболевшего у нас официально нет на территории республики, есть только человек с подозрением. Те, которые с ним контактировали, отобраны биопробы, как положено, как регламентировано всеми нормативными документами, проводится вся работа. То есть изоляция, проведение дезинфекции, наблюдение, отбор биопроб, исследование этих биопроб. Вся эта работа проводится. В этом плане граждане республики могут быть спокойными. У нас работает на базе нашего управления круглосуточная линия, горячая линия,